Реализация проекта «Хамус ЭГТ. Хамусная среда» в Хангаласском улусе прошла на базе Покровской средней школы номер 1. И это неспроста, ведь директором этого образовательного учреждения является известный виртуоз-хамусист Спиридон Шишигин. Это уже 19-й по счету район, где состоялись мастер-классы. Идея проекта возникла именно исходя из требований населения, потому что мы не только должны организовывать свои мероприятия, свои выставки только в столице нашей республики, но также и мы должны охватить наши муниципальные отдаленные наслега. И именно в научном плане мы видим именно улучшение социокультурного фона нашего населения. На открытии после приветственных речей состоялось вручение хамусов детям участников специальной военной операции. Это еще одно важное направление проекта. 20 инструментов для этих целей подготовил кузнец из Усалданского улуса Александр Шепелев. Вообще в этом проекте приняли участие больше 10 кузнецов, мастеров-изготовителей. Это из самых разных муниципальных образований и также и именитых наших мастеров. Эти музыкальные инструменты ручной работы, поэтому это эксклюзивный подарок. Одной из тех, кому достался музыкальный инструмент, стала юная покровчанка Саяна Ефремова. В раннем детстве она пыталась освоить хамус, но забросила это дело. Сейчас, получив собственный инструмент, девочка подумывает возобновить занятия. Насколько я помню, когда в детстве играла, когда хамус играешь, по губам или по зубам бьет, и это неприятно было. В свободное время думаю учить, играть на нем, пытаться. Для народа Саха, для подрастающего поколения это очень важно, и это базовый минимум. На протяжении 2 дней в кабинетах Покровской школы номер 1 шли мастер-классы от сотрудников музея и Центра хамуса народов мира Туяры Жирковой и Алены Платоновой, которые являются хамусистами-импровизаторами. Им также помогали волонтеры. Среди обучающихся были как те, кто уже имеет опыт игры на этом варганном инструменте, так и абсолютные новички. Завершился проект, как и в других районах, демонстрацией полученных знаний посредством массовой игры на хамусе. Проект продолжится и в 2026 году охватит арктические районы республики. Виолетта Засимова, Хангаласский улус.